Поход готовился в течение нескольких лет. Возглавил его князь Убаши. Ему было всего 26 лет. Его призыва ослушаться не посмели, и джунгары, цитата, «в поспешных сборах бросали кибитки, худой скот, малолетних детей, идолов, больных». Зимой 1771 года, а точнее 5 января, где-то более чем 50 тысяч джунгарских кибиток, если в среднем в каждой кибитке 5 человек, это 250-270 тысяч человек, понимаете? Это масса, громадная масса, двинулась это через территорию Казахстана, это в разгромленную Джунгарию. По легенде, Убаши советовался с вещей старухой. Она сказала, пусть 3 года женщины детей не рожают, а к кобылам не подпускают жеребцов. И чтобы перед походом каждый взял с собой по камню. И камни те впоследствии пригодились. Когда подошли к Уралу, вот здесь пригодился 3-й совет старухи вещей. Она сказала, бросьте каждый калмык камень. И так образовался Брод, Тас Кешу. А село недалеко от этого Калмыковка. После переправы через Урал калмыки оказались на территории казахского ханства. В планы России столь массовое переселение подданных не входило. Сначала их пытались остановить ласковостью и внушениями, но переселенцы напали на российские поселения, убили купцов и мастеровых числом до 1000. Для усмирения пытались привлечь яицких казаков. Они выполнять приказ отказались. Казаки оренбургские в преследовании успеха не имели. Вот тогда российские власти стали усиленно привлекать казахские войска.